Добрый вечер, дорогие друзья! В соответствии с действующей Конституцией 3 февраля начались традиционные отчеты исполнительных органов власти Якутии, в ходе которых рабочие группы во главе с первыми лицами республики встречаются с якутянами в целях подведения итогов работы в году минувшем, а также определения дальнейших векторов развития региона в году уже наступившем. Подобный диалог власти с народом на протяжении уже нескольких лет показал свою состоятельность, поскольку у каждого жителя республики сегодня есть возможность напрямую задать свои вопросы и заострить внимание властей на наиболее сложных и злободневных проблемах. Это, несомненно, эффективная форма взаимодействия с населением, в которой с каждым годом участвует все больше и больше жителей нашей республики. Так уже в прошлом году в отчетной кампании правительства принимало участие около 30 тысяч якутян из 461 поселений республики, среди которых как крупные промышленные центры, так и небольшие отдаленные поселения арктической зоны. Общение властей с населением Якутии продолжится до конца текущего месяца и завершится на итоговом мероприятии уже в марте. Дорогие друзья, мы начинаем ежегодный отчет правительства Республики Саха-Якутия в Ленском районе. В ежегодном отчете правительства Республики Саха-Якутия в Ленском районе сегодня принимают участие Балабкина Ольга Валерьевна, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, Сидоркина Наталья Константиновна, депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия от Ленского района, Сычевский Андрей Викторович, заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Дело в том, что Андрей Викторович сегодня входит в состав группы, которая работала в Витиме и Переду, и они уже находятся на подъезде к городу Ленску. Оленева Татьяна Сергеевна, руководитель отдела проектно-правового обеспечения и государственной службы Министерства промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Хиль Елена Юрьевна, первый заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Силина Марина Владимировна, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Данилов Александр Петрович, руководитель департамента дорожной службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Готовцева Наталья Ильинична, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия, также она к нам скоро подъедет. Захарова Виктория Александровна, заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Намылов Юрий Иванович, временно исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия. Семенов Спартак Аскалонович, заместитель директора автономной некоммерческой организации Центр развития жилищных программ Республики Саха-Якутия, также входит в состав группы Витими. Кондратьев Дмитрий Романович, заместитель главного инженера акционерного общества Теплоэнергосервис. Лазарев Кирилл Петрович, заместитель руководителя Департамента экономики и стратегического планирования Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Ильина Полина Немалиевна, заместитель руководителя Департамента геологии, лицензирования и надзора Министерства промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Слепцова Дарья Васильевна, руководитель управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия. Павлов Анатолий Васильевич, заместитель генерального директора Государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Также сегодня в отчете правительства принимают участие руководство района и города Ленска, депутаты районного и городского советов, общественность и население города и района. Дорогие друзья, для начала сегодняшней работы мы приглашаем занять свои места членов нашего уважаемого президиума в следующем составе. Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, руководитель выездной группы. Александр Вячеславович Черепанов, глава муниципального района Ленский район. А также Анатолий Эдуардович Матушев, глава муниципального образования города Ленска. Мы готовы приступить к повестке сегодняшнего дня, а я напомню, что после основного доклада у каждого из вас будет возможность задать свои вопросы как в устном, так и в письменном виде и передать их с помощью наших волонтеров. Дорогие друзья, слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольге Валерьевне Балабкиной. Добрый вечер, уважаемые жители города Ленска, ленчане. От имени главы Республики Саха-Якутия правительства, во-первых, разрешите вас поприветствовать здесь на отчете правительства. Как уже было сказано, с 1998 года в Республике Саха-Якутия проходит отчет
власти, органов исполнительной власти перед населением. Это традиционная форма, которая имеет свои определенного рода плюсы и является основанием в последующем принимать те или иные решения для того, чтобы было услышано и правительство, для того, чтобы было услышано население с его чаянием. Конечно же, отчитываясь в Ленском районе, прежде всего я хочу поблагодарить ленчан от имени моей республики Саха-Якутия за проявленную политическую сознательность и за желание жить в стране, которая является сильной, за ваше участие в выборах президента страны Владимира Владимировича Путина. Ленский район, население Ленского района показал один из лучших результатов. Это говорит о том, что мы хотим иметь в нашей стране сильного лидера. Мы видим этого сильного лидера и, соответственно, не хотим повторить историю наших соседей. Начиная отчет перед населением Ленского района, я бы прежде всего хотела действительно еще раз сделать акценты на тех значимых событиях, которые произошли в 2024 году. Таким событиям мы прежде всего относим события, связанные с визитом президента Российской Федерации. Условия нашей трудной доступности, наших аэропортов, наши морозы, наши климатические условия не позволили ему приехать, даже его самолету, сесть в наших условиях тогда, когда мы ждали его в зимний период времени. Владимир Владимирович прибыл в республику летом, и, соответственно, нами было подготовлено и с ним обсуждено достаточно много вопросов глобального характера, которые касаются как закрепления кадров на Дальнем Востоке, так и решения ряда вопросов, которые касаются исключительно республики Саха-Якутия ради жителей, которые проживают. Поэтому вот эти события, которые связаны с выборами президента, а также его визит, был своего рода для нас таким определенного рода таким глотком свежего воздуха для того, чтобы вновь дальше продолжать свою работу, понимая, что часы сверены. На бюджет республики, как и на любой бюджет, и вообще любой бюджет, он состоит у нас с вами достаточно из простых, непосредственно позиций, это из доходов и из расходов. И, конечно же, мы сегодня говорим о том, какой бюджет республики, и я всегда начинаю свои доклады с позиции «сколько нас стало». Ну, соответственно, обращаю внимание на то, что бюджет республики сегодня у нас в целом составляет 337,6 миллиардов рублей. Говоря о таком достаточно большом бюджете республики, основную доходную часть, во-первых, нужно обозначить, что бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность. Ни от одного социального обязательства, ни от одной социальной программы республика в 2024 году не отказалась. Более того, были проведены ряд мероприятий, которые направлены на увеличение и улучшение социальной политики, как в части открытия и новых объектов социальных учреждений различных форм, так и увеличения выплат и льгот для определенных категорий людей. Основным налогоплательщиком остается наша акционерная компания «Алросов», в которой мы являемся и акционером, и, соответственно, обязательства, которые есть как по выплате дивидендов, так и, соответственно, по выплате налоговых поступлений от «Алроса», а также выполнения ее социальных обязательств, для нас, по сути дела, является одной из пополняющей частью бюджета. Нужно сказать, что «Алроса», наверное, одна из тех компаний, которая больше всех подверглась непосредственно как санкционным влиянием, так и позициям, которые есть на алмазном рынке, связанным с возможностью захода искусственного алмаза на рынок как таковому. И поэтому, тем не менее, ей было достаточно сложно. Но, тем не менее, все обязательства, по сути дела, выполнены. И думаю, что мы также будем продолжать наше сотрудничество. На бюджет 2024 года, на его доходную часть повлияло и сегодня вновь возрождение золотодобывающей промышленности, которая непосредственно у нас начала развиваться в Тамбовском районе. И я думаю, что это будет хорошим подспорьем в целом для уже вложения непосредственно золотодобытчиков в наш бюджет,
ну, в целях также исполнения последующих наших и расходных обязательств. Следующий момент, конечно же, нельзя не сказать о тех, соответственно, доходах, которые нам приносят нефтяные компании, и доходов, которые приносят угольные компании. И сегодня мы говорим о строительстве говорим об освоении новых месторождений и говорим, соответственно, уже о технологическом использовании этих месторождений в виде строительства соответствующих обогатительных комбинатов и фабрик. Это я, конечно же, веду речь о Юге Якутии. Что касается Запада Якутии, то вы прекрасно знаете лучше меня, что сегодня та стройка, которая происходит здесь, и та деятельность, которая осуществляется здесь на территории Ленского района, она также продолжает приносить свои доходы как от Сургутнефтегаза, так от Роснефти, так и, соответственно, от Транснефти. Ну и, соответственно, новый объект строительства ТЭС Новоленской, он даст, по сути дела, такой энергетический глоток достаточно серьезного кислорода для того, чтобы дальше продолжать свое развитие и в Западной Якутии. Говоря о ситуации в демографической политике в республике, нужно обратить внимание, что мы держим планку, которую мы для себя взяли и перешли 1 миллион жителей в 2023 году. На настоящий момент количество жителей республики составляет на 2024 год, наконец, количество жителей Якутии составляет 1 миллион 7 тысяч человек. И нужно сказать, что здесь влияет не только рождаемость, та, которая непосредственно является сегодня в Якутии как политикой обязательным, в общем-то, таким фактором поддержки, но и влияет непосредственно и снижение смертности. Нужно обратить внимание на то, что мы остаемся и сохраняемся быть субъектом Российской Федерации, в которой непосредственно рождаемость превышает смертность, и это, безусловно, влияет и в целом на демографические показатели. На демографическую политику влияет также, безусловно, иммиграционная политика и ее регулирование на территории в целом Российской Федерации и Республики и, соответственно, возможности по привлечению кадров, недостающих кадров в целом практически по всем отраслям. Достижением 2024 года является все-таки достижение, связанное с увеличением продолжительности жизни, за которое мы очень долго боролись и дальше будем продолжать. Оно связано с тем, что в настоящий момент продолжительность жизни в республике достигает до 73 лет. По Дальнему Востоку это один из самых высоких показателей. Да, конечно же, есть ряд позиций, к которым нам необходимо стремиться, но уже определенные, мы считаем, в данном вопросе, вот эти цифры говорят сами за себя, и, соответственно, они говорят о том, что мы в данном направлении идем правильным путем. Республика Саха-Якутия на Дальнем Востоке, Якутия остается одним из субъектов Дальнего Востока, который больше всех пополняет российский бюджет, но также и получает с российского бюджета достаточно много. Реализация национальных проектов, о которых очень многие говорят, и мы их чувствуем на себе, реализация национальных проектов говорит о том, что 13 национальных проектов как на всей территории России, так и в республике Саха-Якутия реализуются, а это и новые объекты здравоохранения, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика, культура, средний и малый бизнес, конечно же, и жилье, городская среда и, конечно же, экология. Говоря о, соответственно, знаковом событии 2024 года, я еще раз повторюсь, но сделаю акцент на этом знаковом событии, является непосредственно фактическое начало строительства Ленского моста. В октябре 2024 года дан старт работам основного цикла строительства мостового перехода через реку Лена за первой буронабивной сваи под опору Ленского моста. Само по себе строительство Ленского моста является, по сути дела, такой эпохальной, каким-то определенного рода символом, да, необходимым для Якутии, прежде всего для ее соединения. Ну и, конечно же, с точки зрения инженерной мысли, это, безусловно, будет очень уникальный проект.
Уникальный проект, потому что он будет первый в целом в мире подобного рода проекта. И, соответственно, лучшие умы сегодня привлечены для того, чтобы он был построен в полном объеме с безопасностью. Конечно же, 2024 год был в Российской Федерации объявлен годом семьи. И начинался он с того, что указом президента страны Владимира Владимировича Путина был принят указ об социальной поддержке, о мерах социальной поддержки многодетных семей. И вот это вот достаточно долгий спор, связанный с тем, какая семья является многодетной, она была разрешена данным указом. Это было не просто какое-то определенного рода закрепление категорийного понятия, кто такая многодетная семья, а, наконец, разрешение той ситуации, которая в целом баханально существовала на территории России. Один субъект считал, что многодетная семья и поддержка должна осуществляться более 3 детей, кто-то более 5, у кого-то были более высокие непосредственно цифры. Сейчас непосредственно впервые это понятие и статус закреплены. В результате этого в республике, в том числе в развитии тех мер поддержки многодетных семей, которые были уже у нас в республике, был принят соответствующий указ главы республики Саха-Якутия о дополнительных мерах по социальной поддержке многодетных семей, которые стали действовать с 1 сентября 2024 года. К реализации этих мер и к самим по себе мерам у нас правительство подошло достаточно комплексно. Помимо Министерства труда, которое является основным координатором этих вопросов, меры поддержки многодетных семей были разработаны практически в каждой отрасли. Так, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства были предложены и закреплены нормативно непосредственно меры, которые направлены на компенсацию расходов непосредственно частично, льготно по коммунальным платежам для многодетных семей. Соответственно, и, наверное, таким определенного рода подспорьем, в том числе и для получения образования детям из многодетных семей, являлось непосредственно установленное Министерством образования, предложенное Министерством образования и правительством, оно было проголосовано. Это непосредственно, оплата, компенсация оплаты, за обучение детей в частных, за обучение детей в средних специальных образовательных учреждениях. По поддержке вообще в целом многодетных семей работа в Якутии продолжалась достаточно всегда комплексно и с позиции того, что мы должны услышать, что говорят люди. И на одних из встреч, очень много на встречах правительство говорило о том, что вы поддерживаете семьи непосредственно и платите за рождение 1-го, 2-го, 3-го ребенка. И, соответственно, было принято решение, в том числе главой республики, установить выплату при рождении 4-го и последующих детей. В результате этого, вместе с продленной выплатой «Дети столетия», которая была объявлена в год столетия и затем в последующем непосредственно реализовывалась на территории республики постоянно, выплата при рождении детей, в целом суммарный целевой капитал, единовременная помощь при рождении ребенка многодетной семье составляет 433 тысячи рублей. Нужно обратить внимание, что это те денежные средства, которые, соответственно, многодетные семьи могут тратить и на соответствующие, возможности улучшения жилищных условий и ряд других позиций, которые предусмотрены сегодня действующим законодательством. А в год семьи высокие награды в 2024 году получили матери из 11 районов республики. Это прежде всего матери-героини, имя и звание которым ими было и присвоено. В настоящее время идут дискуссии, и, в общем-то, мы тоже спрашиваем мнение населения по данному вопросу. Рассматривается вопрос о приравнивании этого статуса к статусу Героя России. Это еще раз говорит о той значимости для государственной власти, для государства, непосредственно той функции, той задачи и той миссии, которую выполняют именно матери-героини. В год семьи в России мы пошли на достаточно нетрадиционную меру, которая отвечает чаяниям и определенного рода запросам молодых людей. Вообще очень много мы изменили в своей работе,
в работе, исходя из тех позиций, которые просит наша молодежь. Сегодня наша молодежь ставит, например, определенного рода запросы на то, чтобы регистрация брака происходила в неких каких-то интересных условиях, а не в старом советском, по старым советским традициям и канонам в учреждениях ЗАГСа. И поэтому мы пошли на достаточно нетрадиционную меру, которая заключается в регистрации брака на специально отведенных площадках вместо традиционной росписи в зданиях ЗАГСа. На настоящий момент в городе Якутске такими местами 2 места выбрано в городе Якутске и 1 место в Хангаласском улусе. Сегодня молодожены могут официально зарегистрировать брак на площадке Ленская столбы на площади Республики в Якутске и, соответственно, в городском парке. Мы рассмотрим любые предложения, в том числе и от района, и я предлагаю вам тоже подключиться к этому вопросу, спросить у молодежи, где бы появилось бы желание зарегистрировать брак не в месте ЗАГСа, а в ином месте, и ждем предложения от района. Вот 24-й в республике прошел под эгидой Года детства. Я хочу поздравить всех ленчан, потому что именно Ленский район стал победителем среди других субъектов нашей республики, среди других районов. И я думаю, что в этом есть хорошая плодотворная работа всех ваших органов местного самоуправления, населения, общественных организаций. Говоря о Годе детства, основной задачей, которая оставилась главой Республики Саха-Якутия, было как можно больше детей охватить непосредственно диспансеризацией. Это была задача основная по здоровью сбережения. За весь год было проведено 215 075 осмотров детей как дистанционно, так и в очном формате. Были задействованы практически все наши ресурсы работы по диспансеризации ребятишек, как в центральных районах, так и в арктических. Основной проблемой, наверное, сегодня, проблемой, которая уже носит такой кричащий характер, непосредственно связана проблема, которая есть, и мы над ней работаем. Это проблема рынка труда и доходов населения. Уровень безработицы за 2024 год снизился на 5%. Это достаточно серьезная работа, только исходя из того, что безработных в республике в 3 раза меньше, чем вакансий, которые сегодня предлагаются. Вот эта цифра сама по себе, она для нас является таким уже достаточно тревожным звонком, потому что сегодня требуются рабочие по разным специальностям. И все эти вакансии, они представлены в центрах занятости или на соответствующих электронных площадках. При необходимости в центрах занятости организуется соответствующее переобучение. Сегодня мероприятиями активной политики занятости охвачено почти 18 000 человек. Но нужно сказать, что глава республики ставит основную задачу для нас сегодня. Это прежде всего проактивно в рекрутинговом порядке заниматься привлечением кадров для того, чтобы обеспечить соответствующую, работу тех, кто прежде всего, в том числе и пополняет бюджет нашей республики. Ну и чтобы у людей была занятость и, соответственно, и увеличилась доходная часть каждой из семей. Мы продолжаем находиться в десятилетии здоровья, поэтому вопросы сохранения здоровья остаются для нас одними из приоритетов. Я уже сказала о продолжительности жизни в республике до 73 лет. Это достигнуто благодаря, еще раз обращаю внимание ваше, вместе с нашими с вами усилиями и работе системы здравоохранения в республике. На видео вы видели и слышали прекрасно, что в республике открыт новый онкологический диспансер. Мы шли к его открытию мы шли практически в течение 5 лет. Старались сделать так, чтобы именно самого высокого уровня оказания онкологической помощи было у нас в республике, чтобы люди не уезжали. Теперь стоит другая задача – сделать этот центр доступным для жителей того же Ленского района, для того, чтобы вы не испытывали никаких сложностей для как попадания в этот центр, так и затем в последующем, соответственно, проживания. Это, конечно же, совершенно такая ситуация, которая возникла, некогда район, который, по сути дела, имел 3 возможности транспортных, осуществления доступности, оказался недоступным даже для города Якутска.
В связи с этим и разрабатывается ряд мер, и, соответственно, принимаются как точечные решения, так и стратегические решения. Я уже сказала о том, что действительно были построены и кардиологические, и онкологические центры, и больший упор сегодня для их работы делается в связи центральных районных больниц с этими центрами, потому что они оборудованы всеми возможностями для того, чтобы проводить соответствующие телемедицинские консультации, которые позволяют изначально первоначальную позицию также на основании документов определить. Вместе с главой муниципального образования, вместе с новым главным врачом Центральной районной больницы Ленской отрабатывается механизм привлечения кадров. И у нас мы уже сегодня говорим о том, что новые кадры в Ленской районной центральной больнице появились. Как и обещала я вам на прошлом отчете, соответственно, бригада специализированная приезжала, проехала практически по всем муниципальным образованиям, которые есть в Ленском районе. При необходимости коллеги вахтой могут приезжать еще раз. Так, соответственно, открылся и будет расширяться офтальмологическая служба, которая будет работать как для детей, так и для взрослых. И, соответственно, мы в любом случае будем делать все для того, чтобы помощь была качественная и в срок. Первично-сосудистое отделение у нас существует и функционирует в Мирном, Нуре, в Ленске, Валдане, Мае, Мереве, Вилюйске и Валёпинске. И наша основная задача сегодня – наполнить прежде всего кадрами. Хотелось бы обратить внимание на позицию, которая связана со смертностью населения и с причинами смертности населения. На первом месте среди причин смертности населения стоят кардиологические заболевания. Это общестрановая тенденция, и, безусловно, от работы кардиологических служб зависит эта ситуация. А она также зависит, эта ситуация, от профилактики кардиологических заболеваний и вовремя предупреждения их вовремя и умения навыками определения, непосредственно каких-то признаков возможного инсульта или инфаркта. Это дает прежде всего возможность врачам как можно быстрее оказать медицинскую помощь для того, чтобы люди, этой смертности не наступило. Второй традиционно является смертность от онкологических заболеваний. Глава ставит базовую задачу как можно больше выявлять непосредственно заболевания онкологических на первоначальной стадии. За 6 лет мы создали практически во всех ЦРБ амбулаторные онкологические центры, в которых и должно происходить это выявление. Не только их, но проводили и проводим акции, такие как онкопоиск, работаем по маммологии, работаем по женской онкологии, связанной с маммологическими возможными заболеваниями как таковыми. И только в этом году впервые за много-много лет смогли бы, в общем-то, чуть-чуть увеличить количество лиц, которых мы выявляем на первой стадии, потому что это действительно ситуация, когда мы можем предотвратить. Но третье место, к сожалению, у нас остаются причины, которые смертности, и у нас один из самых высоких показателей по этим причинам смертности – это смертность от внешних причин. И в этой ситуации огромное значение должна иметь профилактическая работа. Это не только смертность в дорожно-транспортных происшествиях на наших дорогах, это смертность от употребления некачественного алкоголя, но это также смертность от пожаров и, возможно, ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей относительно содержания детей. Поэтому сегодня еще раз обращаем особое внимание, особенно небольшие населенные пункты, особенно там, где семьи в трудных жизненных ситуациях проживают в деревянном жилом фонде, для того, чтобы обеспечить их соответствующим оборудованием, чтобы сигналы были услышаны, если все-таки какие-то есть признаки пожара. 25-й год является годом юбилея Великой Победы. Этой победы мы обязаны своим предкам, и поэтому сегодня главой республики одним из первых в стране нашим участникам Великой Отечественной войны были сделаны соответствующие выплаты, а также выплаты были сделаны инвалидам, участникам Великой Отечественной войны в размере 2 миллионов рублей. Выплаты также получат вдовы погибших участников, ленинградцы,
блокадного Ленинграда, вдовы умерших, инвалидов и участников, ветераны тыла, дети Великой Отечественной войны. А также реализуются и все необходимые социальные меры, направленные на повышение качества жизни граждан с инвалидностью. Сегодня особенно нужно обратить внимание на новых проектах, которые реализует Министерство труда Республики Саха-Якутия на основании решений, принятых правительством, которые связаны с уходом за нашими пожилыми гражданами. Уже сегодня мы предлагаем такие проекты, когда мы понимаем все прекрасно, что и я об этом всегда говорю, что ухаживать за своими старшими непосредственно братьями, сестрами, мамами, бабушками достаточно сложно, для этого нужны некие какие-то навыки. А человек в любом случае работает, поэтому, соответственно, готовы сегодня наше управление соцзащиты предоставить курсы переобучения, а также реализовать мы начали пилотно пока проект, который называется «Передвижка», когда наши непосредственно дома престарелых на небольшой период для того, чтобы могли родственники непосредственно передохнуть, поэтому так и называется, могут поместить своих старших родственников на время в дома престарелых. Поэтому вот эти моменты, на которые я бы хотела сегодня тоже и здесь, в Ленске, учитывая категорийность населения, обратить особое внимание. В хорошее развитие получают такие проекты, как социальные контракты и газификация. Если по газификации мы действительно достаточно большие объемы сегодня даем, для газификации частных домов, кроме того, уже увеличили стоимость проведения работ от 150 тысяч до 202. Вообще за 2024 год через программу газификации прошло 1352 семьи на общую сумму 181 миллион. 2024 год для нас был годом возвращения наших международных спортивных игр «Дети Азии». Дети Азии вернулись на якутскую землю, мы их принимали с особой благодарностью, еще и потому, что 24 страны – это те страны, которые являются сегодня союзниками России, дети которых и их руководство стран разделяют позиции России. И поэтому для нас было очень важно проведение этих мероприятий как в условиях соблюдения безопасности их проведения. Впервые мы достаточно большое количество акцентов были сделаны на эти моменты, так и с точки зрения размещения, приема и гостеприимства Якутии. На площадках детей Азии соперниками наших детей и сбор являлись командные сборные Узбекистана и Белоруссии. И, конечно же, те награды, которые получили в том числе и девочка, жительница вашего Ленского района, которая заняла второе место. Это очень высокое, по сути дела, место и высокая награда, только хотя бы потому, что против наших детей были дети сборных команд целых государств. И это, конечно же, такая вот хорошая работа в целой всей системы, но я думаю, что и самого ребенка. Хотелось бы обратить внимание сегодня, что у нас основным элементом развития Якутии было и остается развитие образования. В 2024 году мы ввели 14 школ на 3722 места и 4 детских сада на 315 мест. Но всего 25 выпускников получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. На январских и августовских совещаниях глава республики, я думаю, что многие учителя, кто присутствует здесь, руководители школ, присутствовали на этих заседаниях главы республики, он ставит перед учителями достаточно четкую задачу. Ваша задача сегодня прежде всего и возлагает большие надежды на Министерство образования и вместе с ними педагогам для того, чтобы улучшить наши показатели в области образования, по образованности детей. Сегодня есть все возможные проекты, и их реализация должна осуществляться, конечно же, каждой школой. Решены практически все задачи в области образования. Одна из высоких заработных плат среди бюджетной сферы. Соответственно, подготовлены комфортные условия. Сняты нагрузки, о которых очень часто говорили учителя. Поэтому сейчас хотелось бы, чтобы непосредственно в этом направлении работа прошла более качественно.
В 2024 году мы говорим о реализации и особого аспекта – это о патриотическом воспитании наших детей. В соответствии с новым федеральным законом о государственной молодежной политике, именно к молодежной политике отнесено патриотическое воспитание. И создание поэтому молодежных инфраструктур, которые направлены на патриотическое воспитание, для того, чтобы дети любили свою родину, создание этих условий сегодня возложено на соответствующее управление молодежи. И главой Республики Саха-Якутия в своем послании определено, что каждая администрация в муниципальном образовании должен быть заместитель главы, который отвечает за патриотическое воспитание. Это тот, кто будет объединять практически все наши структуры, которые существуют, именно и ДОСААФ, и юную армию, и движение первых, и, соответственно, различного рода другие молодежные патриотические организации. И, соответственно, от его работы будет зависеть, и мы ему доверяем, и, соответственно, будущее с точки зрения патриотизма наших детей. Необходимо обратить внимание также об усилении психологической работы на территории Республики Саха-Якутия. В этом году, благодаря Росмолодежи, федеральным деньгам, мы получили соответствующие федеральные деньги и обновили здание Центра психологической поддержки молодежи, которому уже практически 30 лет в республике. Филиал также действует непосредственно здесь, на территории Ленского района. И нужно сказать, что этот центр у нас сегодня первый встал на работу психологическую с нашими бойцами, которые находятся в зоне специальной военной операции и в госпиталях. Нужно обратить внимание, что девушки, обучившись и пройдя переподготовку на клинических психологов, начали работать как в Хабаровске, так и в Ростове с нашими бойцами и оказывать им соответствующую помощь. На настоящий момент мы делаем все для того, чтобы у нас были в руках правильные инструменты и методики, которые позволяют не навредить. Ведь очень важно для психолога, так же как и для врача, не навредить, а сделать так для того, чтобы состояние, психологическая зрелость, она была достигнута. На достаточно таком, немножечко только психолог должен помочь. Я думаю, что бойцы, которые возвращаются со специальной военной операции, значительно психологически взрослей многих нас здесь, не находящихся там. Конечно же, мы также получили и отремонтировали помещение ассоциации подростков, помещение для волонтеров. Уже и с этого года мы начинаем ремонт непосредственно и создание молодежного центра «Патриот», который будет находиться в городе Якутске. Это будет место в центре города Якутска, в котором, соответственно, и будут проходить, вот такой вот центр, где будут собираться все для именно работы с молодежью. Немаловажным является и культурная политика республики. Посещаемость культурных мероприятий за 2024 год составила 23,5 миллионов посещений. Было введено 16 объектов культуры, создано 6 мобильных библиотек, открыто 40 кинозалов в 19 районах и городском округе города Якутск. Культура начала зарабатывать деньги и только на кино за счет непосредственно его, в Якутии единственный субъект России, в котором кино создается от идеи до последующего его промоушена. И вот киноиндустрия, так же как и ряд других креативных индустрий, в виде мультиков, которые создают наши молодые креативные ребята на различного рода площадках, в квартале труда, самостоятельно на наших непосредственно таких вот новых объектах, да, как своего рода точка роста. Соответственно, вот эти вот все новые наши новшества, они тоже должны и по поручению главы республики, и по его видению занять свое место в формировании доходной части бюджета республики. Но я бы хотела особенно обратить внимание, и в том числе в Ленском районе, на использование Пушкинской карты.
Это тот механизм, который сегодня является, по сути дела, таким, знаете, возможностью не только детям использовать кэшбэк, к которому они привыкли, к процентам и скидкам, ведь достаточно четко, вы прекрасно сегодня понимаете, что дети более четко владеют историями кэшбэка, потому что для них сегодня телефон дает очень многие такие возможности. Они ищут эти возможности. И, тем не менее, благодаря этому кэшбэку мы подали возможность возвращения непосредственно вот этих вот денег в культуру в том числе. Поэтому я хочу, и мы с главой района уже обсудили этот вопрос, и вот сейчас к главе города обращаюсь, непосредственно нужно более пропагандировать привлечение пушкинской карты и все-таки очень четко, самостоятельно следить за содержанием того, что есть непосредственно в наших культурных учреждениях, что есть по содержанию в наших школах, музеях, именно по внутреннему содержанию. Насколько интересно подается та или иная информация, насколько она отвечает интересам детей, которые должны ходить в то или иное место. Как часто кто-то может сказать, что музей заполнен детьми и весь истоптан, потому что дети там, значит, истоптали недавно покрашенные полы. Да? Вот, наверное, потому как истаптывается пол, нужно судить о работе того или иного учреждения культуры, потому что ребятишки, они такие, если им нравится, они приходят. Хотелось бы еще и обратить внимание на то, что 2028 год будет для Ленского района годом Эсэха Аланхо, и, соответственно, значит, должны пройти все мероприятия, которые и вовлечены должны быть все жители Ленского района в это глобальное мероприятие. И, значит, предприняты все меры для того, чтобы гордиться своей культурой в том числе. Республика Саха-Якутия занимает второе место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по воду региональных автомобильных дорог. Завершена реконструкция аэропорта Уснера в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» приведено в нормативное состояние 193 километра автомобильных дорог, из них 161 километр по региональным автодорогам и 32 километра по городской агломерации город Якутск. Конечно, вы когда меня сейчас слышите, становится вопрос прежде всего наша любимая с вами дорога Мирный-Ленск, дорога Мухтуя. Главой Республики Саха-Якутия поставлена задача до 2028 года закончить в полном объеме реконструкцию этой дороги, привести ее в нормальное нормативное состояние, и она эту работу соответствующий Минтранс Республики уже в данном направлении начал. По коммунальной инфраструктуре в 2024 году было введено 14 котельных, принят комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Якутия является лидером по социальной газификации, на Дальнем Востоке занимает 8-е место. У нас в целом в Чурапчех, в Деринге, Бердигистяке, Вилюйске, Выбе, Вилюйского улуса, а также в Ленске Ленского района с централизованного отопления на газовое переведено в целом 562 дома. Продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных межпоселковых сетей в рамках совместной работы с ПАО «Газпром», в том числе и в Ленском, Алекнинском районе. 2024 год не был для нас годом потрясений с точки зрения природных катаклизмов, экологической безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Конечно же, вы прекрасно знаете, и в Ленске тоже на западе у нас непосредственно достаточно рано начался пожароопасный сезон, а еще более раньше в целом по республике в Намском улусе начался и также продолжился в Нерпинском улусе непосредственно период наводнения. Почему мы говорим о том, что повысились выплаты по наводнению, потому что уже сейчас мы еще раз обращаем внимание всех на то, что сама по себе уничтожение имущества, особенно частного имущества, оно должно подлежать страхованию. И в этой ситуации государство еще берет на себя ответственность по увеличению выплаты, но их, безусловно, не может быть в полном объеме достаточно. Поэтому, конечно, для того, чтобы спасать свое имущество, страхование должно быть.
Но мы прошли этот пожароопасный сезон, один из самых длинных, уже более подготовленные, уже понимали не только, как работать с федеральным центром, но и, соответственно, как работать здесь внутри, скоординированности властей поселенческого уровня, районного уровня и республиканского. В 2024 году Якутия возглавила пятерку лидеров России по лесовосстановлению. Каждый год глава республики дает персональные поручения членам правительства, по итогам года подводит итоги. И на 2025 год вместе с министром экологии Евгением Андреевичем Перфильевым нам дано такое поручение персональное — высадить 1 миллион сеянцев для восстановления леса. Поэтому я прошу всех подключаться к данному мероприятию. Лес — это то, что должно восстанавливаться, лес — это и наши легкие. И поэтому очень такая вот прям просьба, как того, кто сейчас перед вами стоит, нам такое поручение дано. Я использую все моменты для того, чтобы привлечь всех для тех исполнений, тех персональных поручений, которые определяет глава республики. Завершено также у нас строительство объекта берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск. В 2024 году указом главы республики, знаете, завершен своего рода спор, который постоянно проходил между охотниками-любителями, промысловиками и трофейщиками, я их так называю. И утверждена концепция развития охотничьего хозяйства в республике до 2035 года. Мы наконец-то вышли на перевод в электронный вид оказания услуг, и процесс оформления электронных охотничьих билетов запущен непосредственно с 1 января 2025 года в единой федеральной государственной системе охоты. В связи с положительными показателями нами проведена достаточно большая совместно с федеральными органами власти и научными институтами работа по непосредственно увеличению разрешенных выловов как рыбы на реках Лена и Индигирка, так и, соответственно, увеличены лимиты на добычу лося, благородного оленя и соболя. Основной задачей республики являлась задача непосредственно по развитию сельского хозяйства. На ролике говорилось о том, что якутская птицефабрика достигла нового рекорда производства яиц, превысила 100 миллионов штук. Введены новые механизмы поддержки сельского хозяйства, расширены полномочия органов местного самоуправления. Завершая отчет, для того, чтобы перейти к вопросам, я бы хотела еще раз, я говорю об этом всегда, поблагодарить прежде всего и жителей Линчан, поблагодарить жен, матерей, отцов, родственников, участников специальной военной операции, ребят, которые уже прошли через это и находятся сейчас в зале, за то мужество и за умение сохранять наше будущее. И непосредственно слова благодарности, наверное, от каждому из вас, здесь сидящему в зале, потому что в республике через каждую семью проходит эта непосредственно история помощи. Помогаем мы все либо через участие, непосредственно в материальной какой-то помощи, либо через наши моральные какие-то истории. Каждый тот, кто к этому приближен, понимает, что ему есть, что будет сказать своим детям, тогда, когда через много лет все это закончится, и дети будут гордиться вами и говорить о том, что мой папа, бабушка или дед, так же, как и мы гордимся теми, кто участвовал в Великой Отечественной войне, во время специальной военной операции. Кто-то был на полях боевых действий, кто-то собирал сети, кто-то просто отдавал, пусть даже однодневную, но заработную плату. Но в любом случае помогал тому, чтобы победа достигалась как можно быстрее. Спасибо за внимание, готова ответить на вопросы. Дорогие друзья, мы готовы перейти к ответу на ваши вопросы. Просьба поднять руку. У нас в зале работают волонтеры, они подойдут к вам, поднесут микрофон. Если у вас есть в письменном виде записки, тоже попросим передать через них. К вам подойдет волонтер, вы, пожалуйста, представляетесь и задаете свои вопросы. Ленский районный совет ветеранов войны и труда, председатель Баракова Раиса Михайловна.
Уважаемая Ольга Владимировна, от имени ветеранов и, наверное, жителей Ленского района разрешите в первую очередь выразить вам огромную благодарность, что вы не изменяете своим традициям и ежегодно приезжаете в наш район с годовым отчетом. Но, к сожалению, сегодня мы не услышали, что вместе с вами приехали представители Министерства здравоохранения. А вопросы от имени ветеранов будут именно касаться нашей медицины. Итак, первый вопрос. В преддверии Великой Победы, 80 лет, наши ветераны уже 2 года не проходят диспансеризацию. Мы не знаем почему. В 23-м году последний раз перед Днем Победы мы проходили. Ну, наверное, тут ответ-то, может, и ясен. Дело в том, что нет врачей, а извините за такое выражение, сдать мочу, кровь и пройти ЭКГ – это не диспансеризация. Второй вопрос. Скажите, на каком основании запись к врачу-офтальмологу открывает город Якутск? Мы не можем записаться по 2 месяца. Вначале, вот даже на личном примере, отправили меня, значит, на обследование. В январе еще. Записи нет до 7 февраля. Прихожу часто в регистратуру. Говорят, по понедельникам, телефон такой-то. Вот у меня даже свидетели здесь. Я начинаю звонить с 8:30, то занятость, то не берут. В 10 наконец дозвонилась и так обрадовалась, а мне говорят, а запись закончилась. В этот понедельник, вот 10 числа, я пришла к 8 утра. Открывают и говорят, а запись не открыта. Ждите. Я говорю, так вы скажите как? А не знаем. Могут в 9 открыть, могут в 10, а могут и после обеда. Ну, слава богу, я дождалась, в 9:10 открыли и меня записали на 28 февраля. Но это вообще парадокс. Третий вопрос, это, наверное, знаете, самый больной для нашего района. Это наша инфекционная больница. Там прекрасный, грамотный врач, отличный медперсонал. Но, понимаете, лечиться и находиться больным там совершенно невозможно. Здание старое, деревянное, гнилое. Мне тоже пришлось побывать там именно в февральске. Во-первых, пол, ледяной. В окна дует. Ну скажите, а там, кроме того, лежат легочные больные. Это какое лечение? Это еще больше там заработаешь. Ну и последний, вы знаете, может быть, он не такой, но отправили, вот в частности даже меня, отправили на обследование, вы должны пройти УЗИ. Но у нас его не делают. Идите в платные клиники. Ну, ради здоровья пошла, заплатила 3700. Скажите, почему? Тогда пусть больница, наша бухгалтерия мне возвращает эти деньги. Мы пенсионеры и не миллионы получаем. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Вопросы очень четкие, понятные, без всяких вопросов. Значит, Иван Васильевич, у меня просьба такого характера. Значит, еще раз открыть акцию, которая называется «Диспансеризация на выходные дни». В субботу и воскресенье вывести всех врачей. И отдельно в проактивном порядке, в том числе с доставкой, привести до врачей с расширенную диспансеризацию, всех ветеранов провести. Обратную связь мои помощники получат. Скажите, когда вам будет это удобно сделать, и, значит, определитесь. Потом вместе с Иваном Петровичем Луцканом определитесь по поводу Ивана Васильевича записи к офтальмологу, для того, чтобы человек, который у вас сидит на записи, давал четкое название, четкую информацию, когда можно записаться. И, пожалуйста, человека к офтальмологу в ближайшее время запишите, и чтобы она прошла. Вот к неврологу я пришла, мне сказали, да, Раиса Михайловна, на 4 февраля, пожалуйста... Раиса Михайловна, я вот как бы не понимаю, что они с Иваном Петровичем Луцканом, как систему установили, поэтому я ничего ломать сейчас пока не буду. Я вначале попрошу разобраться и потом сказать. Хорошо, Иван Васильевич?
Да, по инфекционной больнице, коллеги, я не могу говорить о том, что завтра появится инфекционная больница. Если она стандартам не соответствует, соответственно, значит, смотрите по возможностям внутренних, так сказать, своих объемов. По платному УЗИ я прошу назвать клинику, и я хочу у вас, Иван Васильевич, потом спросить, эта клиника в ММС работает или нет? В какой клинике были? Мне сказали, УЗИ брюшной полости почек мы не делаем. Идите в медиаком у нас. Все, я поняла, медиаком. Они по ММС не работают. Так, что у вас с УЗИ, Иван Да, добрый Васильевич? день, уважаемые коллеги, да, добрый день. Спасибо за вопрос. Значит, по поводу УЗИ сразу отвечу. Да, действительно были проблемы. У нас не было ни врачей, ни специалистов. На сегодняшний день 4,5 врачебных комплектов, полностью укомплектованы. С сегодняшнего... Ну ладно, хорошо, еще раз. Женщину отправили на УЗИ. Еще раз это повторится или есть УЗИсты? Такого уже не повторится. Все, Сейчас спасибо. уже, да, будут Все, работать. спасибо. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Ирида Васильевна. Я недавно ходила на прием к врачу, и врач выписал мне укол. В пятницу после обеда укол у нас не ставят. Я пошла в нейроклиник. Кое-как дошла, у меня земля из-под ног уходила, слабость. Дошла до нейроклиник, чтобы сделать 3 укола. Придя туда, она мне сказала, надо либо наличные денежные средства, либо перевести на карту денежные средства. Я сказала, что у меня с собой телефона нету, только я могу картой расплатиться. На что мне сказали, что у нас терминала нету. Я думала, что мне все-таки поставят уколы, а на завтра бы я пришла и рассчиталась за 2 дня. Но мне уколы ставить не стали. На следующий день, в субботу, я подалась в скорую, потому что как-то я ходила в скорую помощь, и там платно делали уколы. Но, к сожалению, и там меня тоже отправили в свояси. И в результате я уколов не могла сделать ни платно, никак. Прокурор района на месте? Да. Есть прокурор района, да? Ага. Можно спросить, было это обращение? Нет, это отказ от оказания медицинской услуги. Дело в том, что к нам поступает в год более 800 обращений, конкретно каждое обращение по фамилии заявителя я не помню, но зачастую те обращения, которые поступают к нам на медицинские учреждения, мы направляем с контролем в Росздравнадзор, оттуда истребуем акты проверок и впоследствии принимаем уже У меня просто большая просьба, женщина к вам подойдет, чтобы вы разобрались, потому что сейчас на достаточно большом количестве людей объявлено об отказе оказания медицинской услуги, что является конституционным нарушением права на здоровье. Разберитесь, Мы пожалуйста. никому не отказываем в помощи, мой кабинет всегда открыт. Ну, я просто вас сейчас, раз вы здесь присутствуете, прошу сразу отработать. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый вечер. Меня зовут Клавдия Яковлевна Харунова, я член регионального отделения ВАРДИ. Касающиеся ВАРДИ вопросы я хочу поднять пандусы, чтобы, в частности, в музее нашем пандус надо как-то продумать, или подъемник, или что-то, но чтобы люди, которые на колясках, не чувствовали себя ущербными, посещая вот это культурное учреждение. Это первое. Хочется затронуть, вопросов, касающихся инвалидов, много. Я думаю, что мы в рабочем порядке с людьми, которых касается забота об этих людях, я думаю, что мы эти вопросы будем решать в рабочем порядке. Хочется поднять вопрос о теплом автобусе. Я надеюсь, очень надеюсь, что вы, посещая Южную Нюю, услышали вот эту озабоченность населения. Теплого автобуса нету. Автобус с перебоями очень курсирует в Южную Нюю. То не было водителя, то дали автобус, он холодный оказался. В общем, я лично сама обращалась к начальнику «Гранита». Он говорит, я вас услышал. Я говорю, холодный автобус, почему? Он говорит, вы первые, кто сказали об этом. Но я не думаю, что не обращались.
надо этот вопрос урегулировать. Я вообще бы хотела вас попросить, чтобы этот вопрос решить экстренно, потому что этот вопрос висит уже с прошлого года. И я думаю, что надо теплый вариант как-то направить вот этого, который изъявил желание работать на автобусе, житель Южной Ньюи, его направить, где эти теплые автобусы есть, закупить, и чтобы он пригнал. И я, общаясь с людьми, слышу, что на сегодняшний день, оказывается, очень остро стоит вопрос о осмотре транспортного средства. Очень остро. Говорят, на весь район один человек занимается этим. Но это, знаете, это, мне кажется, это не солидно. В наше время так вопрос поставлен. Но я общалась с мамой колясочника, и вот от нее я услышала такой вот, что один человек на весь район занимается техосмотром транспортных средств. Поэтому я думаю, что на этот момент надо тоже обратить внимание. И у нас 25 января сформировано, 25 января, 2 года назад, сформировано общественное движение «Ленский покров». И сегодня, нацелясь на встречу с вами, женщины меня попросили озвучить 3 вопроса. 3 вопроса, которые женщины просили вам передать. Первый вопрос. Почему нет субсидий на авиабилеты по маршрутам Ленск-Якутск, Иркутск? Второй вопрос. Вот то, что вы сказали в докладе к 2027 году, почему трасса Ленск-Мирный находится в аварийном состоянии и надлежащий ремонт планируется только к 20... Вы сказали к 28-му, а здесь пишет женщина к 27-му. Ну, не важно. Важно, что далеко это. В нашем районе нефть, газ, в Мирном, алмазы. Неужели не хватает средств сделать это раньше? Женщины попросили так озвучить. И третий вопрос. Почему такие высокие цены за подведение газа в частном секторе, а также оплата за пользование газом и обслуживание? Пожалуйста, вот. Я закончу. Спасибо большое. Ну, во-первых, от меня лично я прошу вам передать для Ленского покрова, для женщин Ленского покрова за ту работу, которую они делают для наших героев, за ту работу, с которой они работают для отправки на фронт в организации детских садов. Мы видим и отмечаем эту работу. Они большие молодцы. И поэтому побольше было бы таких активных женщин. Что касается Ленск, Мирный, Мухтуя, еще раз, все-таки это достаточно большой участок дороги, соответственно, там есть свои технологические истории ее постройки, она начата, и я думаю, что никаких проблем по ее достройке, так как она уже есть в самом по себе видении и находится под контролем главы республики, ее не будет. По вопросу Ленска, Якутска, Иркутска по билетам. Я не могу вам сказать, что уже достигнуты все договоренности непосредственно с Министерством транспорта и с созданием конкурентных условий и работы на этой линии только ИР-Аэро, но в любом случае работу с Минтранспортом России мы в данном вопросе продолжаем, пока имеем только отказы. По подъемнику музея я прошу, непосредственно здесь замминистра культуры тоже сегодня обратить внимание и проговорить. Так, я понимаю, что музей муниципальный, но действительно эта проблема есть. По теплому автобусу мне подскажите, Анатолий Эдуардович и Александр Вячеславович, кто контрактовал? Это же Межселенко, да? Да, это Межселенко. Вообще изначально вся автобусная техника покупается и исполняется в зимнем варианте. Если есть дополнительные меры по его утеплению, конечно, и мы на отчете это тоже в НЮИ об этом слышали. Сейчас будем проверять по действительному факту. Это в курсе и в работе. По техосмотру в ГИБДД по техосмотру по одному сотруднику я сразу выйду, как только с отчета вы меня отпустите. Соответственно, я наберу начальника ГИБДД республики для того, чтобы понять ситуацию, чтобы хотя бы хоть что-то отвечать. Какие еще есть вопросы?
Городской депутат Захарян Александр Сергеевич. У меня два вопроса к вам. Один у меня такой прям серьезный вопрос по микрорайону Северный. Вот сейчас тут со мной сидят жители микрорайона Северный. Мы в октябре 23 года писали письмо Путину Владимиру Владимировичу с проблемой о Северном. Вопрос был перенаправлен в Министерство строительства. Ну, там. Потом я и пришел ответ, как бы пришел, я это, позже вам скажу, как пришел ответ. Потом я обращался в Народное собрание, потом к Сидоркиной Константиновной, потом уже вопрос уже. И пришел, ну, как бы, ответ и в город, и Константиновну, то, что те дома, которые были признаны 1 января 2017 года, они попадают в программу переселения с 2019 по 2025 год. Те дома, которые не приняты до 17 уже после 17 года, те дома как бы уже все, ну, пролетает, я не словом. И вот как бы у нас с жителями вот такая вот проблема, потому что я всегда с Анатолием Федоровичем на связи, мы с ним обсуждаем там проблемы Северного. Ну, как я знаю, да, что в этом году признали его, да, Северный полностью аварийным, но как бы вошел ли он в программу переселения, вот это вот еще пока неизвестно. В Северном дома там просто печальные, я там, ну, бываю иногда, залаживаю под дом, там прям грибы растут, плесень там уже одна, там, полы все падают уже у людей, ну, как бы там уже жить невозможно, в Северном много детей, уже живет, бабушек, дедушек уже старых, пенсионного возраста, что, ну, я как депутат от Северного, я, ну, переживаю просто, ну, то, что Северный до 30-го года не доживет. Он либо через года 2-3 уже весь рухнет. Еще один такой вопрос, от фракции КПРФ, обращаются жители новых домов по Нюйской и по Якутской. В квартирах стоят счетчики на радиаторах, ну, батареях, а вот ЛПТС как бы их не ставят на учет. Вот с чем это связано? Люди переживают, просто спрашивают. Спасибо большое. Спасибо большое за вопросы. Давайте начнем с Нюйской и Якутской. А кто здесь управляющая компания, вернее, которая обеспечена теплом Теслы? Ну тогда объясняйте, почему не принимаете по Нюйской и по Якутской. Добрый день, уважаемые жители города Ленска. Кондратьев Дмитрий Романович, заместитель главного инженера АО «Теплоэнергосервис». Ну, так я понимаю, дома по Нюйской, Якутской — это новые дома, вот, вновь построенные, да? И они оснащены общедомовыми приборами учета. Приборами учета по теплу, по воде, и по ним, значит, ну, рассчитывается. А то, что касается, вот, вы говорите, на батареях, на каждой батарее прибор учета, ну, такой практики у нас еще не было, чтобы... Да. Давайте посмотрите, вы же сейчас в Ленске находитесь, с нами все 4-5 дней работали. Ну... Доедьте вместе с депутатом от КПРФ до этих домов, посмотрите, о каких приборах учета идет речь, и дайте коллегам ответ. Ладно? Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Знаете, кому подойти и с кем съездить, ладно? А он мне потом доложит. Теперь, что касается Северного, коллеги, мы прекрасно понимаем, что сегодня в Российской Федерации действуют непосредственно два небольших программы переселения из ветхого аварийного жилья. Они делились непосредственно на этапы. Был первый этап, второй этап мы сейчас завершаем, вы видите, это в том числе и по городу Ленску. И сейчас, на настоящий момент, те дома, которые признаны
Значит, а ветхим аварийным после 2027 года мы ждем принятия федеральной программы по третьему этапу. И, соответственно, сейчас для нас очень важно в городе подготовить участки для того, чтобы как только эта программа начнется, были сформированы земельные участки, и мы понимали, куда непосредственно люди будут переселяться. Потому что сейчас есть задача переселения северного, мы в любом случае, да, сегодня тоже с председателем городского собрания мы говорили, мы несем, в общем-то, совместную ответственность в данной ситуации за то, что значит, очень хотим, чтобы появилась эта программа как можно быстрее, мы тогда быстрее начнем, но город должен быть готов. Город должен быть готов как с точки зрения очистки территории от старых домов, около 100 домов, которые признаны ветхими аварийными, до сих пор не расчищены. И я прошу тоже депутатам устным и городским в этом вопросе подключиться. Значит, вместе с администрацией города и района разрешить эту ситуацию, так и определиться непосредственно по участкам, где будет строиться новое строительство. Ведь самих по себе предложений для строительства жилья у вас достаточно много, но на настоящий момент я пока не вижу, по крайней мере, исходя из той информации, которая у меня есть, о готовых участках. Поэтому их нужно готовить. Программа начнется, можем не успеть. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Здравствуйте, уважаемая Ольга Владимировна, уважаемые земляки, Кукса Александр, АО-3 «Семерки». Как раз вопрос по этому направлению. Главы хорошо осведомлены о нашей проблеме. Сегодня при личной встрече мы с вами более подробно обсуждали. Вопрос заключается в следующем. Каковы долгосрочные перспективы выделения земельных участков в городе Ленск в связи с сложившейся обстановкой, я имею в виду наличие земельных участков и подключение их? Каковы инструменты взаимодействия застройщика и власти? Будет ли это город, как раньше это было, пойдет навстречу застройщику, или же возможность взаимодействовать будет передача земельных участков, возможность взаимодействовать с районом? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно, Анатолий Эдуардович, Александр Вячеславович, мы обсуждали вопрос. И вот когда у меня был председатель собрания городского, я поняла одно. Нет понимания вообще, где что, хотя и есть и план города, и мастер-план города, мастер-план города, где какие дома должны находиться. Люди должны, каждый гражданин, где бы он ни жил, и каждый, кто хочет приехать в город Ленск, должен понимать, будет ли у него возможность, например, купить дом, купить квартиру, например, с выходом для того, чтобы он смотрел на реку Лена. Как мы по-другому, мы как в любом случае, как мы привлечем людей? Мы же по-другому не привлечем. Нам же нужна какая-то привлекательность, правильно, самих по себе того же коммерческого жилья, с учетом той стоимости аренды жилья и той стоимости, которая у вас сегодня есть в Ленске. У вас, в общем, полная возможность строить не только бюджетное жилье по ветхому аварийному, но и непосредственно и коммерческое жилье. Но еще раз повторяю, город вместе с районом очень четко должны определить все участки и как можно быстрее, для того, чтобы понимали все, кто здесь строит жилье, затраты свои на коммуникационные расходы, сможет ли эти коммуникации выдержать, например, если будет где-то строиться дом на самом в одном углу Ленска или в другом углу Ленска, как эти коммуникации повлияют на весь остальной город. Все должно быть очень четко просчитано. Поэтому я прошу четких технических решений и формированных участков. Пожалуйста, Анатолий Эдуардович, я прошу для вас, в общем, как для главы города, это прежде всего порученческим пунктом определить. У людей должно быть понимание в пределах полугода, где участки будут. Спасибо огромное. С какими коммуникациями. На своем отчете же говорили. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Вы всегда начинали ранее отчет, представляя свою команду, и команда поднималась, во всяком случае. Мы видели, кто приехал, чтобы хотя бы знать этих людей в лицо. Я думаю, что этой традиции все-таки не надо изменять, и она была очень приятна. Знаете, первое, что я сделала, я прошу прощения, тут, оказывается, сценарий согласовали без моего ведома. Обычно я это сама делала, а тут молодой человек рассказал все про отчеты. Пол моего отчета съел, как диктор, и поэтому я, честно говоря,
немножко занервничала, когда это началось, и это было обычное. Да, я из года в год хожу на ваши отчеты, и всегда мы в лицо видели тех людей, к кому мы обращаем свои вопросы. Но у меня тоже есть ряд вопросов. Мозгова Наталья Александровна, депутат районного совета депутатов. Ольга Валерьевна, вы знаете, что сейчас происходит в Витиме? По теплу? Ну, конечно, у нас сейчас из Витима едет не кто-нибудь, а замминистра жилищно-коммунального хозяйства Наталья Готовцева, и, соответственно, значит, ее задача принять соответствующие меры. Но очень бы хотелось, чтобы мы узнали тоже об этих мерах, потому что на сегодняшний день район лихорадочно ищет 125 миллионов кредита для того, чтобы закупить топливо до конца зимы. Так вот, то ли дома сносить, то ли топливо закупать на сегодняшний день, потому что там готовность к чрезвычайной ситуации. Сегодня встречалась с Марковым совершенно случайно. Он сказал, что вопрос не решен. Я не знаю, как топить Витим. Я даже боюсь туда ехать. Вы боитесь ехать туда почему? Не я боюсь ехать. Марков боится. Марков боится ехать, потому что у него 8 миллионов. Готовцева не побоялась, потому что, может, женщина? Да нет, потому что вопрос не решается. Вообще не решается. Не решается. КомЖКХ расторгла с предыдущим подрядчиком, значит, ООО «Вест» концессию, а с этим этого бросили на произвол. Реально бросили на произвол. Еще раз обращаю внимание. Вот для решения каждой проблемы есть чиновник, который здесь находится. Да? Для решения вот проблемы, которая связана с Витимом, в том числе есть чиновник по фамилии Готовцева Наталья Иннокентьевна. Она сейчас едет из как раз Витима Пелидуя. И поверьте, могли в Витим Пелидуй поехать кто-то другой, но поехала именно замминистра ЖКХ. Для того, чтобы туда поехать, раз вы приехали за народные деньги сюда. Я приехала за бюджетные деньги, правильно, что за народные, совершенно верно, за бюджетные деньги и обязаны туда точно так же отчитаться, как и здесь перед нами. Второй вопрос, который меня волнует на сегодняшний день, когда все-таки якутские авиакомпании будут летать в Ленск. Мы понимаем, что иркутские никогда не получат субсидию, и мы как летали за бешеные деньги, так и будем летать. Почему? Почему не заходят якутские авиакомпании? Еще раз обращаю внимание, потому что мы не можем пока достичь договоренности с Минтрансом Российской Федерации. При разрешении нам это делать Минтрансом Российской Федерации, это будет сделано, поверьте. Это по поводу субсидий. Я все-таки хочу, чтобы все-таки наши... Мы тоже Якутия, пусть к нам летают Якутия, Полярная авиалиния. Они раньше к нам летали, почему они к нам не летают сейчас? Полярные авиалинии сейчас не... Вот мы должны жить же в пределах тех возможностей, которые у нас есть, да, сами по себе. Сегодня непосредственно новых бортов где-то приобрести возможности нет. Ищут новые борты в том числе. Следующий вопрос у меня. Все-таки со здравоохранением. У нас на сегодняшний день ситуация крайне тяжелая. Вы говорите, вот онкодиспансер, в который могут полететь наши больные. Вот лично у меня приятельница сейчас просила направление в онкодиспансер, но у нее не было в наличии той суммы денег, чтобы туда улететь. Времени искать где-то эти деньги у нее не было. Она вынуждена. Врачи ей говорят, так летите в Новосибирск, там дешевле. Откровенно говорят. Дешевле что? Дешевле дорога. Хорошо, ладно. Если у человека есть направление, это потребность. Нету направления, потому что она отказалась от этого направления, не стала дальше проходить, собрала свои манатки и умотала в Новосибирск. Наши врачи откровенно говорят, летите в Новосибирск. Мы здесь вам помочь не можем. Я поговорю. Скорая у нас одна ходит, у нас по Ленску, у нас вообще... мы раз от разу живем хуже и хуже. Понимаете, мы не лучше живем, мы хуже живем. Одна скорая по Ленску ходит. Я выясню вопрос, были ли жалобы на скорую. И в зависимости от этого попрошу через прокуратуру разобраться Росздравнадзор. Следующий вопрос. Почему все-таки не решается вопрос для ленчан с дальневосточной ипотекой? Ну как так? Почему мы? Я вот почему-то думаю, мы какая-то окраина, что ли? Для того, чтобы решался, вот мне подсказал, я очень удивлена этому вопросу, Александр Вячеславович подсказал мне, оказывается, для того, чтобы работать дальневосточную ипотеку, нужно иметь, значит, новое здесь жилье коммерческое. Давайте дадим построить, и
Да неправда. Дело в том, что перепродаются квартиры, которые получены под переселение, которые спокойно подпадают под новое жилье, под те требования дальневосточной ипотеки. Ее просто у нас нет. Дальневосточную ипотеку дают на жилье, которое идут от застройщика, а не перепродавца. Это одна история. Вообще мы с вами каждый год вот разговариваем на каких-то таких повышенных тонах, немного. Ну, извините, волнуюсь. Нет, я тоже волнуюсь, да, как будто две базарные женщины, да. Ну, спокойно же разговариваем. Слушай, я так спокойная. Поэтому давайте, если как только появится у вас коммерческое жилье, от застройщика появится и дальневосточная ипотека. А вы хотите, чтобы специалисты приезжали и покупали здесь жилье? Ну все, замечательно. А вы не хотите, чтобы специалисты приезжали и покупали здесь жилье? Я хочу, и я, в принципе, участвовала в разработке вот нашей программы, которую мы пытаемся по 1,5 миллиона давать специалистам. Но это капля в море по сравнению с тем, сколько стоит сейчас жилье. Ну, конечно. Ипотека, подвешенные проценты. Ну, кто ж будет на себя такой ермо-то вешать? Как только появится у вас возможность здесь строить коммерческое жилье, а у вас, соответственно, есть возможности привлекать таких инвесторов, и можно будет строить. К сожалению, правило не позволяет мне у застройщика по дальневосточной ипотеке покупать жилье, чтобы не было перекупов и не было непосредственно, значит, вот такое наваривание на аварийки в том числе. Нет, в Якутске, значит, есть, у нас не должно быть. Ну, хорошо. Почему? Я за то, что следующий вопрос у меня еще тоже очень серьезный, который задается из раза в раз. Это все-таки реконструкция нашего аэропорта. Сейчас поставили под текущий ремонт, подмажут, подкрасят, и все на этом. Пока текущий ремонт, врать не буду. Дальше все, и мы, дорогие ренчане, еще 30 лет больше ничего не увидим. Я столько не выдержу с вами. Ну, мы-то помрем, конечно, но люди здесь сидящие детям скажут. Но дело все в том, что в любом случае есть аэропорт и есть программа, по которой дальше будем продолжать работать. Не каждый диалог. И из отчета в отчет одни и те же фразы. Простите, я вот вас очень уважаю, но деятельность вот нашего правительства на сегодняшний день для ренчан не видно. Поедемте, съездим в новый микрорайон. Я бываю там. Вы там бываете? Давайте вместе. Вот в прошлом году его не было. И мне, например, очень приятно было на него посмотреть. Так мы-то хотим проблемные вопросы для нас решить. Ну, а вы думаете, он не был до этого проблемным? Это был наш с вами, часть Северного в том числе. По Витиму я буквально найду способ вам сообщить, какое было принято решение, в каком состоянии находится Витим. Хорошо, спасибо. У кого еще есть вопросы? Наш диалог традиционный. Сейчас остался Батурин, я его жду. Бутурин. Добрый вечер. Ага, вначале всех дослушаем, да, и пойдем. Здравствуйте, меня зовут Вера Александровна Мазуркевич, я работаю в транспортной компании. У меня у нас возникла такая проблема с иностранными гражданами. В общем, 31 января у нас заканчивается регистрация иностранного гражданина, и мы 20 января идем в миграционную службу. Сотрудник миграционной службы на больничном, кстати, до сих пор он на больничном. Получается, соответственно, у нас уже 31 проходит, заканчивается регистрация, потом на нас идут штрафы, да, а сотрудник миграционной службы не принимает документы и никто не регистрирует. Я думаю, что проблема это не только с нашей организацией сейчас такая. И получается, я прихожу в миграционную службу, никто ее не заменяет, девушку, начальник, по-моему, начальник отдела миграционной службы мне говорит, что один человек у нас в отпуске, а другой на больничном, кто может ее заменить в отпуске. Вопрос, к кому обращаться? А у нас люди вот улетают завтра, а у них нет ни регистрации, ничего. И вот мне просто интересно, почему не заменяют специалиста миграционной службы, пока тот находится на длительном больничном? Хорошо, коллеги, есть сотрудник миграционной или полиции Мирнинского района? Нет. Начальник полиции, объясните, пожалуйста, ситуацию. Добрый вечер. Начальник отдела Ульянов Иван Маевич. Да, действительно, к нам поступили жалобы, уже несколько жалоб. Есть проблема кадровая, да, начальница у нас в отпуске с последующим увольнением.
девушки, которые у нас сидят именно на миграционных граждан, находятся на больничном, к сожалению. Там случай такой серьезный. На сегодняшний день у нас откомандированный сотрудник с отдела. Мы сейчас принимаем документы. Вы их принимаете, но регистрации никакой нет. И когда сдаю я документы, мне даже справку не дают о том, что приняли. Это то же самое, что пойти и выбросить мусор. Понимаете? Давайте мусор выкидывать не будем, все-таки людям работать надо, да, как бы. Возьмите, пожалуйста, на контроль эту транспортную компанию. А у меня к вам, как, значит, владельцам транспортной компании, те, кто сегодня иностранных граждан нанимает, еще одна просьба. Напомните им, те, кто особенно гражданство России здесь принял, чтобы с 5 февраля не забыли в обязательном порядке на воинский учет встать. Они об этом забывают. Добрый вечер. Батамайская. На сегодняшний день Батамайская является единственным заготовителем молока по району. До сегодняшнего дня субсидии по молоку на этот год еще не доведены, и нет четкой программы, как довести эту субсидию. Как я понял, с этого года уже районные власти распределяют субсидии. Ежедневно звонят сдатчики молока, крестьяне, им тяжело сейчас, просят субсидии, оплаты за молоко. Лена Юрьевна, у нас вообще субсидия по сельскому хозяйству когда доводилась? Всегда в январе, да? Можно попросить. Елена Юрьевна Хиль, первый заместитель министра финансов республики, тоже постоянно сюда приезжает. Насколько я понимаю, тут еще и представители управления сельского хозяйства присутствуют. В целом, да, я хочу сказать, что в этом году у нас поменялся порядок предоставления этих субсидий. В данный момент у нас муниципальные районы также участвуют в этой работе, да, и принимают участие в том числе и в определении ставок и распределению этих объемов бюджетных средств. Может быть, конкретно ответит. Дело в том, что муниципальные районы должны были подготовить нормативные правовые акты свои, насколько я знаю. Разрешите дополнить? Министерство сельского хозяйства Лазарев Юрий. В настоящее время постановление правительства Республики Саха-Якутия номер 445 вносится изменения. Ожидаем со дня на день, что у нас пройдет согласование, после чего уже... Деньги когда людям дадут? Деньги когда в район переведете, скажите? Ну, когда у вас лимиты определены этого года, чтобы он сказал сдатчикам? Потерпите до марта. Определено в марте. В марте. Уже полностью все. В марте. То есть, пожалуйста, доведите до всех, соответственно, сельхозпредприятий, что у нас в этом году субсидия поступит в марте. А что вы там делаете процессом? Там бумаги, проекты, постановления. Просто скажите «март». Люди будут ждать марта. Все, хорошо? То есть мы вот просим март, потому что поменяли систему. Поменяли систему, потому что видим ее неэффективность. Вот и все. Спасибо. Добрый день, Ольга Валерьевна. У меня один вопрос, но он касается 5 наших поселений. Это Натора, Турухта, Талон, Инялы и Хамра. А вопрос один. Когда мы туда подадим электроэнергию по постоянной схеме? Кто мне сможет помочь? Есть у меня коллеги, кто сможет помочь? Тогда дайте мне возможность ответить на этот вопрос после консультации. Хорошо? Спасибо. И Потому еще, что я схему не вижу. Еще один вопрос. Это строительство круглогодовой дороги 12 километров Инялы-Талон. Это самое отдаленное. Молодой человек, который за это отвечает, сидит прямо слева от вас. Я Пожалуйста. Передайте мне микрофон, он скажет. Добрый день. Добрый вечер еще раз, уважаемые жители города Ленска. По вопросу дороги в селе Инялы, да, эта дорога у нас является муниципальной, и Минтранс ежегодно предоставляет субсидии муниципальным районам и муниципальным слегам на выполнение дорожных работ. Это и ремонт, и строительство, и реконструкция, и проектирование в том числе. Поэтому именно по дороге села Иньяла я предлагаю совместно с районом, ну или наслегом по отдельности отработать, направить наш адрес заявку. Заявка поступит, мы его в установленном порядке рассмотрим и постараемся выделить субсидии.
Субсидии выделяются по итогам конкурса. Спасибо. Вот смотрите, да, вот сейчас глава района подсказывает, там дороги нет вообще, поэтому отдельно сядьте, проговорите, и какая схема здесь возможна. Ладно? Можно я сразу задам вопрос молодому человеку, который только что отвечал? Да, конечно. Дорожное хозяйство, Александр Петрович, можно вам вопрос сразу да. по горячим следам? Ну, мы лично с вами еще не познакомились, потому что к нам не приехали, должны были в августе приехать. Наталья Константин-Сидоркина, депутат Госсобрания Алтуман, город Ленск. Спасибо, Ольга Валерьевна, что озвучили еще раз, что дорога будет до 2028 года у нас сделана. Мы это слышали и, значит, в выступлении главы республики. Но вместе с тем я бы хотела, чтобы Министерство транспорта контролировало эти работы, и причем здесь на месте. Мы в августе вас ждали, с выездной коллегией Минтранса, вы нам обещали, что вы приедете. План работы был такой. Первый день мы работаем на трассе, второй день мы проводим итоговое совещание либо на территории Мирнинского, либо на территории Ленского района. Потом коллегию вы переносите на сентябрь, потом на октябрь, потом выпал снег. Вот мне бы хотелось, чтобы, когда сейчас дорога у нас, значит, придет в состояние не очень хорошее, мы будем ее ремонтировать, чтобы вы здесь на месте, вместе с нами, мы должны были войти в состав коллегии и контролировали эти работы. Хорошее предложение, я думаю, что его надо просто поддержать. Оно было, и вот просто они его не провели. Хорошо. Можно добавлю? Министру обязательно скажу. Добавьте. У нас коллеги в Ленском и Ленинском районах планируются в этом году. Да, нет, люди говорят, обещали, давайте, а вдруг потом еще раз опять, значит, уйдете, да, с этого, чтобы не ушли уже. Прошу. Я вот по дорогам могу предложить. Дорога Муфтыя у нас будет ремонтироваться, да? А нельзя ли ее начать ремонт мимо Северного, чтобы прошла дорога? С самого начала из Ленска. У нас Северный-то в пыли задыхается. Вот если внести поправку, можно. Ведь 5 лет. Так, вот тут мне два непосредственно главы говорят о том, что там она запроектирована и все. Ну, в 28 году. Нет, а вот нельзя ли сейчас начинать? Ведь сколько существует, Северный столько в пыли задыхается. Так, тут можно, да, и главе. Василий Николаевна, ну, у нас по поселку, через поселок Северная Нюя проходит в асфальтовом исполнении дорога. Когда будет? В этом году? Сейчас уже там асфальт, Алексей Николаевна. Где? Северная Нюя. Я про Северный наш. Про север? Да. Про север. Но Минтранс, по информации Минтранса, законтрактовано на сегодня от нулевого от поста ГАИ до 26 километра. Ведется разработка проекта. Только проекта. Проекта, да. Сколько существует Северный, столько в пыли задыхается. И напомнить хочу еще, вот вернусь к Витиму. Помните, на предыдущей встрече я говорила, что китайцам газ, Витиму щепки. И вот до чего мы дошли. Сейчас почему не газифицируют в первую очередь Витим и Пеледуй? Там же все месторождения. А сейчас из бюджета районного деньги выделяем, чтобы у этих недропользователей закупить топливо. Ну, где вот тут логика? Кому щепки, кому газ. Спасибо большое. Я помню ваши щепки и газ. Ну, значит, соответственно, экономически выгодную схему коллеги предлагают более правильную, наверное. Да, пожалуйста. Всем добрый вечер. Значит, у меня первый вопрос по доступной среде для наших инвалидов. Значит, к нам обращаются, и городским советом депутатов было написано письмо нашим коллегам в районный совет депутатов по поводу нашего музея. Мы, значит, не секрет, мы понимаем, что не совсем приспособленное здание, да, там, получается, надо пройти 2 порога, очень узкая лестница. Работники музея мне позвонили и сказали, что мы не против проводить экскурсии, и к нам инвалиды приходят. Ну, инвалид надо занести на руках на 2-й этаж и поднять на руках туда коляску. Значит, у меня предложение, да, Министерству культуры. У нас там с вами есть еще один вход на 1-м этаже. И там можно сделать пандус, нормальный въезд, да, и сделать съемные пандусы. Есть еще одна лестница в музее. Это как бы, ну вот, первый вопрос. Второй вопрос тоже по музею. Александр Вячеславович, я задавала на отчете главы, да, про музей в
боевой славы, да, у нас год патриотизма, год защитника Родины, патриотического воспитания. У нас нету, понимаете, в городе Ленске такой вот единой композиции, где были собраны все наши воины, герои Великой Отечественной войны, воины-афганцы, воины, которые участвовали в горячих точках, наши участники СВО, наши герои там погибшие, понимаете, чтобы, ну вот, к 80-летию Победы вот сделать такое вот единое какое-то выставочное пространство. И третий вопрос. Я понимаю, что Александр Вячеславович уже получил наследство по нашему автотранспорту в городе, какое он уже получил, да? Мы, депутаты городского совета, передали свои полномочия по району, по тому, чтобы автобусы здесь обслуживал наш район. Значит, ну, по политическим мотивам, я считаю, ИП Антоновского было ликвидировано, хотя у нас автобусы ходили все нормально в городе. Да, сейчас идут проблемы. Сейчас идут проблемы, автобусы маленькие, автобусы сходят часто с линии, да. Я говорю, я понимаю, что Александр Вячеславович, принял уже то, что принял, нужно работать. Но по новостям что мы смотрим? Что в Якутию, в республику поступают автобусы по районам. Вот, Ольга Валерьевна, планируется ли получение автобусов в наш район, в наш город, в частности, Ленск? Ну, я уверена в том, что если заявка подается и программа действует, то она, безусловно, сработает, если это такая история заявочная. Марина Рудольфовна, можно я вас спрошу, а вы в музее когда были? Летом, я была вчера. Я вас приглашаю в музей, наверное, да, как бы так вот, впервые, да, зампред приглашает в музей председателя городского совета, потому что я хочу поблагодарить музейных работников за то, что я видела там вчера. Прекрасные непосредственно 2 зала, оформленные, значит, и в них объединено все. И ветераны Великой Отечественной войны, и ваши 3 героя, и объединены афганцы, объединены непосредственно ребята, участвующие в специальной военной операции. 2 зала, очень достойные залы, сделаны очень хорошо. Прекрасная девушка, которая мне все рассказала о каждом подвиге практически. Одного вашего героя, 2-го, 3-го, и тот, кто спасал самолет. Я просто сейчас не совсем как бы четко запомнила фамилии, но музей в этом отношении ваш отработал уже на ура, и это прям особая благодарность. Ну а по доступности, я думаю, что Александр Вячеславович с Минкультурой отработает. Валерий, здравствуйте, глава Мурбайского наследия. Я по газификации хотел спросить. У нас возле Северной Нюи и возле поселка Дружный совсем рядом проходит трубопровод. И когда наконец-то газораспределительную станцию поставят, вот сейчас есть информация, что вот Стась Уряха будет на Валенскую ТЭС проводить еще одну трубу. Ну когда уже наконец-то вот на 2 поселка, вот там недалекое там расстояние, по идее, они вот совсем рядом проходят, там буквально там 300-400 метров. Когда поставят? Сейчас я выясню, коллеги, вот тут была целая команда с Минпрома. Они все уехали в Витимпелиту, нет? Или кто-то есть? Есть, да? Ну, смотрите, да, как бы ваш министр вообще куратор Ленского района. Я сейчас вместе с вами должна, значит, отдуваться за эти вопросы, да? Пожалуйста, ну, значит, Минпром. Итак, отвечайте на вопрос. Пожалуйста. Либо отработайте с главой, если сейчас не можете, значит, наслега отдельно. Готовы? Или готовы ответить? Готовы отработать. Вот девушка, представитель Минпрома, значит, ее Терещенко вместо себя отправил, она вам скажет. Но у нас с вами, мы все прекрасно знаем, что речь идет с окончанием всей этой истории через 5 лет до 30-го года. Я не знаю, когда там стоит Батамай, но общее понимание по всем населенным пунктам до 30-го года. Просто-напросто подскажите, чтобы не было вопросов, и чтобы гражданам вынесли. Я дождалась. У меня такой серьезный вопрос. Спасибо прокурору Ленского района. Он позаботился об одной гражданке нашего района перед самым Новым годом, посодействовал этому инвалиду встать в очередь для получения сертификата на выезд.
из республики. Но, как выяснилось, помогая этой гражданке, еще порядка 20 тысяч человек, таких же нуждающихся в республике, находится. Как я понимаю, на миллион мы достигли, отчитались, рекорд есть, может быть, все-таки удовлетворить потребности в выезде этих 20 тысяч желающих из республики, чем, в принципе, и снизить социальную нагрузку на наши бюджетные учреждения, в том числе медицины. Пусть эти пожилые люди, которые, как правило, уже с плохим здоровьем, с дополнительными требованиями по отношению к области медицины, выезжают в другие города нашей большой родины, да, и обслуживаются медицинские, там и все, освобождают здесь места, может быть, даже своим детям или еще как-то. Но, тем не менее, этот вопрос надо решать, и он гораздо будет, наверное, эффективнее и дешевле для субъекта удовлетворения потребностей в выезде этих граждан и высвобождения площадей, территорий, может быть, частные дома будут выкупаться, я не знаю, мере квартиры будет речь. Как-то возьмите на заметку этот вопрос. Смотрите, да, как бы я уже не раз говорила, да, про федеральный закон, который связан с переездом из районов в район России. Практически, если открыть федеральный бюджет, финансирование этого закона, оно ближе приравнивается к нулю. У субъектов полномочий в данной ситуации на это финансирование нет. Но почему такой подход к этому федеральному закону? Потому что, по сути, предлагаются другие варианты, в том числе тогда, когда мы переселяем из ветхого аварийного жилья, и вот тогда определенная категория пенсионеров, она может туда попасть, и, соответственно, заменить само по себе жилье на выплату с выездом. То есть у меня ощущение сложилось, что федеральные законы, они друг друга вот здесь начинают перехлестывать, и поэтому, возможно, не предусматривается федерального финансирования на этот закон. Надо разъяснять, может, политику как-то вести. Так и стараемся. Нет, стараться у нас в Ленском районе 14 инвалидов. Может быть, Ленский район бы и решил вопрос вот этой категории, да, за собственность, если бы действительно имел на это полномочия и целевые способные бюджетные средства существуют в рамках каких-то переуступных полномочий. Но никто не работает за нас, а люди-то бедствуют, стараются, не страдают. Это совершенно правильный вопрос, но сегодня говорят, что чистый федеральный закон, по сути дела, отсутствующий. Если бы там хоть была какая-то возможность получать федеральные деньги, поверьте, да, наших возможностей бы хватило их получать, к сожалению, он сегодня не финансируется. Правильно, да, или нет? Там совсем мало, но вот это совершенно... Я знаю, если мы строим переписку. Спасибо. Я пожелание хочу выразить. Вот у нас сейчас более приемлемое население погода, да? Но для дорожников она критична. И зимника скоро не будет. И, возможно, досрочно. Я бы хотел, чтобы вы на уровне правительства взяли на контроль вопрос, связанный с проездом в другую сторону. Потому что нам, опять в ожидании находиться каких-то грузов, поставок социальных продуктов и всего остального не хотелось бы. И запасы никто не может сейчас с этой экономической ситуацией собрать такие, чтобы у нас на период до открытия навигации это все как бы было сформировано, укомплектовано и в доставке имелось. Вот возьмите ли вопрос на контроль, неизменно надо согласовать этот проект более расширенному кругу лиц. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще есть вопрос? Здравствуйте. Представитель регионального отделения Народный фронт Анна Кожевникова. Нам сейчас вот спустили вопросы, которые поступали на линию президента, да? Мы обрабатываем как раз их, и некоторые, я думаю, что без вашего участия решить, наверное, невозможно. Один из таких вопросов несколько раз повторялся по поводу того, что у нас жители города Ленска не могут, ну здесь уже озвучивалось про дальневосточную ипотеку, но есть ряд других льготных ипотек, как семейная, военная, да, сельская. У нас действовала сельская ипотека, и вот у нас жители задаются вопросом, что сегодня очень высокая ставка кредитная, да, по ипотеке, платеж там по 80 тысяч рублей, зарплаты не у всех такие в месяц. Ну, обращаются они, соответственно, конечно, к президенту, потому что президент всегда говорит о том, что у нас вот для Дальнего Востока действуют, да, вот эти льготные ипотеки. У нас на территории Ленского района они не действуют. Вот как этот вопрос может при содействии правительства мы бы могли решить? Это первый вопрос. Второй вопрос.
у нас тоже озвучивался частично здесь по микрорайонам Северный, Алроса, Мухтуйский, которые были построены после наводнения. Как утверждают все, кто живут в этих микрорайонах, сам президент говорил о том, что сроком на 5 лет временное жилье. Ну, там действительно они построены из таких конструкций, там, железобетона, да, на Алросе, или как железокаркасных, и на Северном, ну, в плачевном состоянии, все об этом знают. С Анатолием Эдуардовичем мы тоже разговаривали о том, что они, ну, не достоят до следующего этапа программы переселения. Но в этот этап, я так понимаю, они не попали. И там очень много обращений поступает к нам в Народный фронт. Я понимаю, что у городской администрации нет такого количества маневренного фонда жилья, чтобы переселить временно людей. А там у людей вода стоит под полом, да, на Северном. Сейчас на Алросах горят дома почему-то без конца один за другим. Как-то, может быть, тоже все-таки, ну, поспособствовать, чтобы, может быть, все включили в эту программу переселения. 3 микрорайона, которые уже больше 20 лет, как временное жилье построены, до сих пор функционируют. И третий вопрос. Обращаются тоже к нам жители города Ленска. Сейчас к нам приходит новый, да, инвестор, крупная компания «Интеррау». Спасибо, конечно, Анатолию Эдуардовичу, что он их привлек как инвесторов, они должны вложить деньги, но строить свои дома для своих жильцов они должны в Мухтуе, это историческая часть города. И к нам обращаются люди с тем, что они против того, чтобы там велась такая высотная застройка, да, 16-этажная. Ну и к тому же туда надо будет вести теплосети и водоотведение, что-то опять-таки будет затратно. Дотации на сферу ЖКХ у нас в глава республики, да, нацелены на то, чтобы сократить, а тут это, думаю, надо будет увеличивать. Вот этот вот вопрос тоже меня просили озвучить, все-таки, может, правительство как-то посодействует в решении этого вопроса. У нас много участков в городе Ленске, может, мы рассмотрим другой вариант, на деньги, которые они готовы инвестировать, может, они построят нам бассейн наш долгожданный, который мы все ждем, как нам никто его не строит, ну, хотя бы небольшой, но хоть какой-то. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Давай, я даже не знаю, с чего начинать, да? Ну, начну я с Северного, Мухтуйского и Алросовского. Да? Я уже отвечала на этот вопрос, я повторюсь. Еще раз обращу внимание на то, что непосредственно мы ждем новый этап программы переселения. Это по Северному. Я прошу Народный фронт, если до сих пор не переведены, не признаны аварийными Мухтуйские и Алросовские поселки, которые действительно были поставлены как временные, я прошу Народный фронт подключиться и разъяснить гражданам и, соответственно, эту историю также перевести в состояние аварийного фонда, если соответствует тому, как они практически все признаны аварийными. Да, если они все признаны аварийными, то мы ждем попадания их в программу, в 3-ю программу. У нас сейчас очень важно для нас, для всех, чтобы мы отстояли эту программу на тех же условиях. То есть здесь у нас есть принципиальная позиция. Что касается взаимоотношений с Интернау и с Новоленским, здесь присутствуют и представители его, насколько я понимаю, да? Есть решения, которые вы должны принять у себя внутри, очень согласованные. Они должны быть согласованы с гражданами, они должны быть согласованы с городскими депутатами, с главой УЛУСа и в целом со всей системой коммуникаций. И я на это обращала в своем ответе такое внимание. Да? Мы рады тому, что к нам приходят инвесторы, строят жилье прежде всего для того, чтобы сюда приходили кадры. Место, выбор и что мы от этого будем иметь, должны решить самостоятельно. Но это должно быть только согласованное решение. Мои такие ответы сейчас пока. Спасибо. Дорогие друзья, я предлагаю, наверное, уже сейчас перейти к последним завершающим вопросам. Татьяна Владимировна, пожалуйста. Александр. Здравствуйте. Васильевна, у меня один вопрос, даже два. Это по ценообразованию в городе Ленске, по продукции в целом, по питанию и по ценам на бензин. Я недавно прилетел в зону СВО, побывал много где, по пути, даже в самом Якутске. Почему у нас нет органа, который будет контролировать ценообразование в магазинах? Потому что
с одного в другой выходишь, глаза становятся все больше и больше. Почему нету всего ввоза топлива, почему тогда у нас нету от нашей республики дотаций на дальние отдаленные регионы, где затруднительная доставка топлива и продукции какой-то? Тебе спасибо за то, что ты боец. Просто спасибо, да? Я понимаю прекрасно твой вопрос. Сегодня есть, мы в любом случае живем в рыночных условиях, да? Конкуренция рождает цену. Есть цены, надбавки, которые мы регулируем. И, соответственно, есть регулируемые надбавки, которые есть и по Саханнефтегазбыту. И, соответственно, есть регулируемые надбавки для продуктов питания. Поэтому здесь в данной ситуации только контроль для того, чтобы сейчас не было перегибов. Спасибо. Ну, а вот если внести... Сегодня нужно... Да, смотри, да, здесь речь идет о надбавке, сегодня все экономически просчитаны. Да? Сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться экономическая ситуация, соответственно, будет смотреть и относительно надбавок истории. В зависимости от ситуации. Ясно, спасибо. И второй вопрос касаемо, вы задавали патриотики из школ. Недавно мы побывали с ребятами в нескольких школах. И у меня такой вопрос У нас мальчик превращается в девочек, а девочки превращаются в мальчиков. И при этом муниципальное образование ничего не может с этим сделать, потому что нет каких-то конкретных поправок по внешнему виду детей. Ходят с красными волосами мальчики, сзади на девочек похожи, а мы разговариваем о патриотике, а у нас молодежь-то теряется. Знаешь, патриотика, давайте, может, начнем с внешнего вида детей наших всех. Согласна с тобой, вопросов нет никаких, да, почему я сегодня очень аккуратно обратилась к учителям, да? Пожалуйста, от вас очень много зависит, да? Я понимаю, что вы можете сделать замечания, родители непосредственно могут вам сказать о том, что вы лезете в личную жизнь моего ребенка, он так самореализуется. Но вот ребята, которые оттуда вернулись, они учебники видели. Они видели учебники, в которых в полном объеме стерта история и вообще роль нашей Великой Отечественной войны. Они видели учебники, в которых написано, что мы агрессоры. Если мы этого не хотим, то мы должны заставить себя заняться патриотикой. Действительно, начинать нужно в том числе и с внешнего вида. А это решает сама школа. Ольга Николаевна, чтобы решить этот вопрос, надо, наверное, в нашей республике поднять этот вопрос, потому что учителя ничего не могут сделать, потому что нет такого закона, где они запретили такой внешний вид, чтобы вы, да. Поймите, да, очень много зависит от директора. Вот, например, я знаю всегда, что возле первой школы памятникам учителям, которые ушли в Великую Отечественную войну, вот любого, кто учится в первой школе, или выпускники, спросите, знают ли они этих учителей, да? Они вам ответят, что они их знают, потому что памятник там стоит, да? И разницы нет, какого цвета, розового или какого-то другого у них волоса, да? Они их знают. Вы знаете, глава республики 3 недели назад взял и непосредственно провел, значит, такую историю, которая называется, выдал нам всему президиуму правительства республики, у нас было 12 человек на планерке, он выдал нам тест. Обычный тест из 10 вопросов. Вопросы были достаточно простые. И как оценил он потом сам этот тест в своем телеграм-канале, он написал: я ожидал, что результаты будут лучше. Нам очень много нужно думать о том, разрешено ли в школе использовать Википедию, которая определяет 24 февраля 2022 года как дату далеко не начало специальной военной операции, а совсем по-другому. Нужно заглянуть что-то и запретить в школах самим учителям, директорам. Не надо ждать, когда это решит. Да? Нужно обязательно рассказывать, кто у нас герои России. Сегодня ребята, которые у нас герои России, это Игорь Васильевич Юргин, является сегодня исполняющим обязанности министра молодежи республики. Да? Ты прекрасно знаешь, что
его отряд «Черная мапа» гремела в зоне специальной военной операции. Сегодня министр молодежи, а у нас в зону специальной военной операции ушло около 300 государственных, муниципальных служащих, представителей бюджетных организаций. Министр молодежи Шамаев, который сегодня находится непосредственно в госпитале, соответственно, лечит свое ранение. Да? И на таких ребятах, на ваших, в том числе, примерах, конечно же, будем мы дальше развивать патриотику. Аккуратно, четко, но очень многое зависит от школы. Я с тобой согласна, что хороший вопрос, чтобы была форма в школе, да? Да, школа должна дисциплинировать. Мы слишком много свободы дали детям, и при этом очень сильно ограничили коллектив учителей, которые вас занимаются. Я полностью согласна с тобой. Вот детский и даже такой вот ученический буллинг, он самый страшный, особенно родительский. Сейчас же очень многие стали «я ж мать». Да? И вот это вот «я ж мать» вмешиваются даже в процесс обучения, что, конечно, учителям может не нравиться, но диалог нужно находить. Спасибо. Предыдущий вопрос был так важен про воспитание наших детей, что я уже думаю, так ли важен мой вопрос, но тем не менее я его задам. У меня вопрос к Намылову Юрию Ивановичу, который сегодняшний день возглавляет фонд капитального ремонта, ну и, наверное, к специалистам Министерства ЖКХ. Вопрос по капитальному ремонту. Все люди, которые сидят здесь, мы каждый день платим в этот фонд деньги. Капитальным ремонтом в наших многоквартирных каменных домах и не пахнет, и неизвестно, когда мы его дождемся. Хотелось бы знать, когда. Управляющие компании не работают так, как нужно работать. И, на мой взгляд, дома наши многоквартирные каменные скоро превратятся, ну, через какое-то количество десятков лет, наверное, в такое же убогое жилье, в которое прекратились деревянные дома, и, слава богу, создали вот эту вот программу переселения. Подъезды у нас обшарпанные, грязные, немытые, окна в течение 40 лет, допустим, я в своем доме живу 37 лет, окна в подъезде ни разу не мыли. А что, сами-то не помоете? На полу в плитке давно уже нет, там просто бетон. Собственники живя и не можете... Краска абсолютно вся сползла. Все грязное, никто ничего не делает. Управляющая компания ставит себе цель только, чтобы техничка подметала и дворник сметал снег с крылечка. Ну и когда течет в подвале, делают хомут, на этом все. Вот такой у меня вопрос. И мне хочется сказать, может быть, я не права, но тем не менее, у нас такое впечатление, что каждое ведомство и каждый департамент отчитываются конкретно за свою работу. А вот как бы так соединить фонд капитального ремонта и кого-то из направляющих там эти направления, из Министерства ЖКХ, чтобы сделать так, чтобы наши дома стали превращаться в более комфортабельные, комфортные для нашего проживания. Мы поставили, допустим, сейчас Валерий, я закончу, мы поставили дверь за свой счет, мы поставили домофон за свой счет, мы собрали деньги на пластиковые окна в подъезде, чтобы было чуть теплее, но невозможно жильцов уговорить все время на вот эти вот, не каждый может просто. Поэтому хотелось бы знать, что можно сделать так, чтобы работали управляющие компании, чтобы фонд капитального ремонта как можно наши дома быстрее поставил на очередь на ремонт. Большое спасибо. Спасибо большое. Вот, если я не ошибаюсь, то коллеги с фонда капитального ремонта у нас Скалоныч еще едет, да? Или кто, коллеги, присутствует? Пожалуйста. Помогите. Все-таки мы знаем, что достаточно гибкая система фонда капитального ремонта, правильно же, да? И при таких инициативных жильцах, наверное, можно сделать больше. Спасибо за вопрос. Хотел бы обозначить, что фонд капремонта исполняет, фонд капремонта выполняет работы согласно региональной программе капремонта, утвержденной постановлением правительства. Но при этом есть возможности переноса сроков на более ранний период. Это при достаточности собранных взносов. Вы можете направить заявление в адрес фонда. Мы сделаем расчеты, проверим, хватает достаточно ли собранных взносов. И при достаточности этих взносов я не вижу проблем по переносу на более ранний. То есть нам необходимо просто определить вид работ, который необходим, и определить источник. Перенести срок.
У вас на лицевом счете. Да, у нас ведется учет по каждому лицевому счету, то есть помещению, и в отношении каждого дома есть отчет на сайте фонда, сколько дом собрал на текущий момент и когда планируется капитальный ремонт. А по вкладке найти свой дом. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы, пожалуйста? Ну, смотрите, да, мы, наверное, просто-напросто еще раз с газетой отработаем для того, чтобы управляющая компания МинЖКХ дало еще раз разъяснение для граждан. А вы, выбирая управляющую компанию, общее понимание все-таки мое, вы выбираете на основании протокола общего жильцов. И вот там вы определяете тарифы. Вот определите там виды работы, по которым вы укажите. О том, что непосредственно вы, помимо того, что нужно там подметать, вам нужно, чтобы один раз в месяц они мыли стекла. Мне он поставит в тариф и окажет эту услугу. Вот я честно и прямо говорю, как это делается и как можно сделать. Сегодня, к сожалению, входит в тариф только история, которая связана с уборкой. Как формируется капитальная история, ну, я думаю, что отдельное разъяснение дадим. Спасибо. У меня вопрос касаемо школьного образования. Вот я школу закончила в 1976 году, то есть это было в социалистических республиках. И как бы программа у нас школьная была очень хорошая. Как бы, вот я бы хотела, чтобы внуки мои учились именно по этой программе. Единственное, там в той программе надо было в учебнике истории добавить те войны, которые возникли при распаде Союза Советских Социалистических Республик, включая Украину, чтобы последующее поколение знало нашу историю не только ту дальнюю, но и та, которая происходит в данный момент. Если я не ошибаюсь, да, спасибо большое за вопрос, он правильный, да, у советской системы образования были, безусловно, свои плюсы. Ну, мир не стоит на месте, жизнь не стоит на месте, дети должны быть конкурентные, соответственно, отвечать и другим требованиям. А что касается нового учебника, если я не ошибаюсь, то уже он разработан, и все события, в том числе и перестроечные, которые мы с вами пережили за последние 25 лет, они отражены. Есть еще вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за приезд. Совет ветеранов. И вопрос в том, ваш приезд этот вопрос задавал по реке Нюя и по чистой воде по программе. У нас, получается, по этой реке находится 5 поселений. Арданахара, Чимча, Нюя, Бичинча и Южная Нюя. Почему-то вроде вода, наверное, разная, или люди разные, но только 3 поселения включены в программу «Чистая вода». Хотя все знают, что очень высокая минерализация. По бассейну реки работает множество различных недропользователей. И то событие, которое мы видели, случилось с нефтевозами, которое в Азовском море, в Черном море, потребовалось вмешательство президента. Говорить о том, что здесь есть специалисты у этих недропользователей, или все они, как сказать, честны, или, с другой стороны, компетентны, что мы не можем гарантировать, что что-то может случиться. Поэтому первая, как сказать, наша тревога – это чтобы население было обеспечено чистой водой на время какое-то. А с другой стороны, Северная Нюя – это у нас очень, как сказать, самое активное место отдыха населения, в основном молодежи. То есть желательно, чтобы у нас в Северной Нюе была возможность пить чистую воду, то есть набирать тем, кто приходит. Тем более, это самое ближнее место для отдыха для тех людей, которые сегодня работают по вахте. У нас уже, наверное, процентов 30, ну, наверное, так, то, конечно, на скидку, конечно, много меньше, но, во всяком случае, очень много в городе Ленске специалисты ходят в спецовки. То есть, вот видно, то есть, придет лето, они тоже будут отдыхать, извините, у них тоже есть выходные. Самое ближайшее место – это Нюя. То есть, хотелось бы, чтобы это было цивилизованное место, хотелось бы, чтобы это безопасное место. Спасибо.
Вообще, этот проект был начат при Абельманове Жумарте Жаксылковиче в части установки и покупки блочно-модульных станций по розливу чистой воды. Мы отдельно еще раз повторим эту информацию для населения, в каких населенных пунктах было закуплено и установлено. Так как у нас есть на сегодня и в Чимче, и в Артанахаре, в Талоне, в Инялах, сегодня тоже закуплено оборудование, в Бичинче, в Мурие, в Северной Нюе. Все это есть, и мы информацию дадим. Итак, за вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявить благодарность правительства Республики Саха-Якутия Чувашовой Натальи Адунисовне, начальнику отдела занятости и анализа рынка труда филиала Центр занятости населения Ленинского района Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия Центр занятости населения Республики Саха-Якутия. Успешное выполнение специальных боевых задач в ходе специальной военной операции, а также примерную воинскую дисциплину благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия наградить Власова Дмитрия Тимофеевича, участника специальной военной операции. Высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района, благодарственным письмом правительства наградить Маркова Александра Павловича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Энергостройкомплекс». Республики Саха-Якутия наградить Климина Дениса Федоровича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Техносервис». Успешную общественную деятельность и вклад в развитие гражданского общества в Ленинском районе благодарственным письмом правительства наградить Сланченко Николая Александровича, президента региональной общественной организации «Беговое сообщество. Второе дыхание». Помощи и поддержки участникам специальной военной операции из Ленинского района и их семей благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия наградить Терешкину Ирину Олеговну, генерального директора автономной некоммерческой организации «Добровольческое движение Союз своих». Правительства наградить иерея Анатолия Астафьева, настоятеля храма святителя Иннокентия Московского города Ленска. В системе здравоохранения и вклад в дело охраны здоровья населения Ленинского района благодарственным письмом правительства наградить Подлиннову Анну Сергеевну, заведующую акушерским отделением врача-акушера-гинеколога Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия Ленинская центральная районная больница. За проявленную активную гражданскую
гражданскую позицию, самоотверженность и добросовестность, а также за вклад в деятельность волонтерского движения и помощь участникам специальной военной операции благодарственным письмом правительства наградить коллектив ветеранов Министерства внутренних дел России по Ленскому району. Председателя Совета ветеранов отдела внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел России по Ленскому району. На этом церемония награждения подошла к концу. Ольга Валерьевна, есть ли у вас что еще сказать нашим жителям? Хорошего вечера. Спасибо. На этом ежегодный отчет правительства подошел к концу. Благодарим вас за внимание и активное участие в сегодняшней работе. До новых встреч. До свидания.